Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сейчас мне бы очень хотелось узнать, где и когда вы узнали о войне и где вы служили. Я работал в Народном суде секретарем. С одним товарищем встретились, начали рассказывать, разговаривать. И вдруг, там громкоговоритель стоял, голос Левитана. Внимание, внимание, говорит Москва. Через несколько секунд передадим важное правительственное сообщение. Сегодня, с 4 часа утра, фашистская Германия, грубо нарушив мирный договор о мире и безопасности, напал на нашу социалистическую страну. В тот же день военкомат начал действовать. Повестки раздавать по сельским советам. Представители выехали райкома, исполкома. В 1942 году, в августе месяце, в конце июля, уже пришли меня, дали повестку на призыв. Мама, мать, отец, сестры, мы жили в семье. 1 декада августа я уже мешком у дверей военкомата. Ждали 24-го года рождения. И после обеда мы уже выехали на колхозной автомашине. К вечеру уже мы были в Уфе. Сборный пункт башвоенкомата. Много, полный зал наш. 3 часа ночи дали команду всем выйти на улицу и прямой походкой на железной дороге Вольтовной гора, и по этой горе спустились. 3 часа. 3 часа уже мы были в вагонах. Никто не знал, куда нас повезут. Ни офицеры, никто ничего нам не говорили. Это товарный вагон. Там сделали нары, соломенные матрасы, подушки. Легли и сразу уснули. На рассвете до нашего вагона дошел слух, что нас везут на Дальний Восток. Мы думали, когда сели в вагон и повезут нас на запад, оказывается, в этот период Дальний Восток нуждался в пополнении военными кадрами. Не доезжая до Хабаровска, уже проехали мост через реку Амур, 19 пролетов этот мост. Поезд наш остановился, дали команду. Ребята, выгружайтесь, пойдем пешеходом до базы Амурской флотилии. И мы прошагали напрямик. Это где-то километров 20. Пришли туда, нас сразу разместили. Двухэтажный корпус, там 2 или 3 здания, все разместились. На второй день уже началась работа формирования. На 3-й день, что ли, нас уже переодели. И Япония, исходя из этого военного блока, готовился тоже захватить нашу территорию до Урала. И пришли к единому мнению. После победы на Западе потревожит Японию. Чтобы он больше не развивался аппетит на нашу социалистическую землю. 9 августа 1945 года
наши войска, наша флотилия перешла японскую границу, и за 20 дней войска Японии были пленены, и территория Китая стала свободной. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.